День, уважаемые коллеги! В этот предпраздничный день я, методист Центра воспитания, социализации Коми Республиканского института развития образования, рада приветствовать вас на вебинаре «Методические рекомендации по проведению Дня защитника Отечества в образовательной организации». Так, и в рамках вебинара мы сегодня рассмотрим 3 вопроса. Значит, сначала мы поговорим о цели и задачах проведения Дня защитника Отечества в образовательной организации. Далее мы остановимся на основных направлениях мероприятий, посвященных данной дате. Ну и поговорим о содержании и формах проведения мероприятий, посвященных данной дате в школе. Итак, начать наш вебинар я бы хотела с небольшой исторической справки о данной дате. День защитника Отечества, праздник, который отмечается ежегодно 23 февраля, был установлен в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике 27 января 1922 года, когда было опубликовано постановление о 4-й годовщине Красной Армии, в котором говорилось: в соответствии с постановлением 9-го Всероссийского съезда Советов о Красной Армии, Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии. С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как День Красной Армии. С 1946 года – День Советской Армии. С 1949 по 1992 год – День Советской Армии и Военно-морского флота. В 1993 году постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 8 февраля 1993 года праздник стал называться Днем защитников Отечества. В Федеральном законе от 13 марта 1995 года о Днях воинской славы России 23 февраля носит официальное наименование День Победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году, День защитников Отечества. В 2006 году в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон о Днях воинской славы России, Федеральным законом от 15 апреля 2006 года, из официального описания праздника исключены слова «День Победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году», оставив только День защитника Отечества. И с 2002 года по решению Государственной Думы 23 февраля в России является праздничным днем, нерабочим. Праздник 23 февраля хорошо знают и торжественно отмечают на территории не только нашей страны, но и в ряде других стран постсоветского пространства. В народном сознании всегда существовало теплое, почтительное, трепетное отношение к образу защитника родной земли. Начиная с былинных богатырей, совершавших подвиги и стоявших на страже священных рубежей Древней Руси, дружинников, которые отражали многочисленные набеги степняков и кочевых орд, регулярных войск, преграждавших путь полчищам европейских завоевателей, и заканчивая солдатами и офицерами, которые защитили родную землю в годы Великой Отечественной войны. В народной памяти живут яркие образы известных и неизвестных героев, которые стояли за Родину во время суровых испытаний. Ну а сейчас давайте обратимся с вами к цели и задачам проведения тематических мероприятий ко Дню защитника Отечества. Основной целью мы видим на слайде проведения тематических мероприятий ко Дню защитника Отечества является воспитание у обучающихся патриотизма, любви к родине, уважения к подвигу российского народа при защите Отечества, готовности к защите Отечества, бережного отношения к памятникам истории и культуры. И задачи проведения мероприятий, посвященных данной дате, это способствовать формированию российской идентичности обучающихся, например, на примерах военно-героического прошлого страны, подвигов
его защитников. Способствовать воспитанию семейно-родственной, локально-региональной, этнокультурной идентичности обучающихся на ярких примерах, связанных с героической историей нашей армии. Способствовать осмыслению таких традиционных духовно-нравственных категорий и ценностей, как Родина-Мать, защитник Отечества, уважение к памяти павших за Родину, ратный подвиг, героизм, самопожертвование. Ну и способствовать мотивации обучающихся к службе в вооруженных силах Российской Федерации, к военным специальностям, к физической и психологической подготовке к службе в рядах вооруженных сил, к ведению здорового образа жизни, к участию в военно-спортивных мероприятиях в рамках допризывной подготовки. Планируемые результаты. Ожидаемые результаты проведения уроков и мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, ориентированы на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС, начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. И давайте посмотрим личностные результаты. Значит, личностные результаты – это формирование патриотизма как духовно-нравственной категории, как основа национального самосознания. Это воспитание российской гражданской и цивилизационной культурной идентичности обучающихся на основе формирования принадлежности к народу, который всегда гордился своей армией. Воспитание чувства гордости за свою страну и ее вооруженные силы, за героические страницы истории России. Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной, стремление защищать ее. Метапредметные результаты. Это умение находить, сопоставлять и критически оценивать информацию, полученную из различных источников, в том числе интернет, средства массовой информации и другие источники. Применение различных способов решения проблем творческого и поискового характера, в том числе в группе и в команде. Умение готовить свое выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением, в том числе в форме презентации, соблюдать нормы информационной избирательности и безопасности, этики и этикета. Умение вступать в коммуникацию в целях получения информации, выполнения учебно-практических задач. Ну и предметные результаты. Это знание основных этапов и событий военной истории страны. Умение приводить конкретные примеры боевых подвигов наших соотечественников во имя независимости Родины. Проявление творческих способностей и навыков социального проектирования у обучающихся на основе работы с материалами по истории вооруженных сил России. Тут необходимо отметить, что о результативности подготовки и проведения тематических уроков и мероприятий с точки зрения личностных результатов можно судить по степени активности обучающихся в изучении различных аспектов истории вооруженных сил страны, по интересу к участию в классных, школьных, муниципальных мероприятиях, посвященных этой памятной дате. Ну, а сейчас я предлагаю рассмотреть основные направления мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Итак, мероприятия, посвященные данной дате и проводимые в образовательных организациях, можно разделить на основные направления. Значит, мы видим на слайде эти направления. Историко-патриотическая. Цель этого направления – пропаганда и изучение российской военной истории, военных подвигов российских солдат в отечественных войнах и локальных конфликтах, воспитание уважительного отношения к живым и павшим участникам минувших войн. Основное содержание историко-патриотического воспитания составляет формирование у обучающихся таких нравственных качеств, как патриотизм, верность своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга и обязанностей по защите интересов Родины. Следующее направление – духовно-нравственное. Оно способствует формированию
гармоничной личности, развитию ее ценностно-смысловой сферы. Под духовно-нравственными ценностями понимаются основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и обществу принципы и нормы. Содержание духовно-нравственного воспитания направлено на осознание высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов и позиций в практической деятельности. Следующее направление историко-краеведческое. Оно нацелено на познание обучающимися историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников, историческая ответственности за происходящее в обществе. Содержание историко-краеведческого воспитания включает поисково-исследовательскую работу, проекты по краеведению, сбор материалов для школьных музеев и краеведческих уголков. Следующее направление военно-патриотическое. Оно ориентировано на формирование обучающихся высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите. Военно-спортивное направление ориентировано на развитие обучающихся в процессе занятий физической культурой и спортом морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества и дисциплинированности, получение практических навыков военно-спортивной подготовки. В рамках данного направления рекомендуется проведение конкурсов, таких как «А ну-ка, парни», «Веселые старты», «Армейский быт», «День призывника», «Игры Зорница» и, возможно, проведение военно-исторического турнира. Следующее направление – гражданско-патриотическое. Оно формирует у обучающихся правовую культуру и законопослушность, навыки оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданскую позицию, постоянную готовность к служению своему народу и выполнению конституционного долга, уважение к историческому прошлому своей страны. Следующее направление – социально-патриотическое. Оно способствует воспитанию социально активной личности. Большое значение в этом направлении отводится волонтерской деятельности. И героико-патриотическое направление, ориентировано оно на популяризацию военных профессий, а также знаменательных дат нашей истории, воспитание чувства гордости по отношению к героическим свершениям. В рамках данного направления рекомендуется проведение классных часов о выпускниках школы, участников боев в горячих точках, профориентационных мероприятий на тему «Есть такая профессия – Родину защищать». Ну, мы уже начали разговор о содержании и формах проведения, поэтому мы плавно переходим с вами к третьему вопросу нашего вебинара – содержание и формы проведения мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества в школе. Содержание тематического урока или мероприятия, посвященного данной дате, решает двуединую педагогическую задачу. В ходе занятия, с одной стороны, обучающийся знакомится с историей праздника, с его значением в жизни страны, формирование духовно-нравственных ценностей, передающихся из поколения в поколение, а также осознают глубоко личностный характер данного дня. Этому как раз посвящена инвариантная часть урока или мероприятия. С другой стороны, обучающиеся более подробно могут познакомиться с отдельными сюжетами, фрагментами, аспектами и ракурсами, событиями и героями, неизвестными им ранее, представляют результаты проектной, исследовательской, поисковой деятельности в зависимости от возрастных и психологических особенностей, от личных интересов и предпочтений, а также от избранного предметного профиля осмысления данной даты,
И вот это будет уже вариативной частью вашего тематического урока или мероприятия. Во вступительной части занятия любого направления образовательной деятельности необходимо отметить, что День защитника Отечества является общенародным праздником в ряду почитаемых в стране дней воинской славы России. Эта дата олицетворяет собой ярчайшие вехи боевой летописи нашей страны, преемственность и неразрывную связь поколений российского воинства в служении отчизне, которое на протяжении веков было и будет долгом гражданина и патриота. Также педагогу необходимо показать роль и место Дня защитника Отечества в системе государственных праздников нашей страны. Занятия пройдут намного интереснее, если изложение материала сопровождать видеоматериалами. Может быть, отрывки из каких-то документальных и художественных фильмов, дополнительного иллюстративного материала. Возможно, вовлечь школьников в поисково-исследовательскую деятельность с включением презентации, подготовки презентации по ее итогам на мероприятиях. В заключение занятия или мероприятия необходимо сделать краткие выводы, ответить на вопросы обучающихся, дать рекомендации по изучению литературы военно-патриотической направленности. Ну и далее я предлагаю подробнее остановиться на формах проведения мероприятий ко Дню защитника Отечества. В преддверии празднования можно организовать следующие мероприятия для обучающихся начальных классов, для младших школьников. Это конкурсы патриотической песни, литературно-музыкальные композиции, конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, книжные выставки, выставки детского творчества, военно-спортивные соревнования. Но я думаю, что в ваших организациях, в ваших школах все это успешно проводится, поэтому отдельно останавливаться на данных формах, я думаю, что не имеет смысла. Так. Для обучающихся основной школы можно использовать следующие формы мероприятий, такие как вечера встречи, литературно-музыкальные вечера, встречи с ветеранами и участниками боевых действий в Чеченской Республике, военнослужащими, исполнявшими служебный долг за пределами нашего Отечества, акции, вахты памяти, линейки, посвященные Дню защитника Отечества, уроки мужества, виртуальные экскурсии по музеям воинской славы, музыкальные конкурсы по типу «Угадай мелодию военных лет», поэтические эстафеты, флешбуки. Флешбук – это такая форма проведения мероприятий, презентации или знакомства с интересными книгами с помощью цитат, иллюстраций, личных переживаний и другой информации о книге. Также можно провести такая интересная форма, как мастер-класс по плетению узлов. Причем для плетения используются самые различные материалы: прутья, береста, леска, веревка. Ну и также можно провести военно-спортивные игры. В процессе проведения соревнований и военно-спортивных игр по военно-прикладным видам спорта решаются такие задачи физического воспитания, как укрепление здоровья детей, развитие и совершенствование физических и волевых качеств, силы, ловкости, быстроты, выносливости. При планировании мероприятий военно-прикладным видом спорта необходимо учитывать возрастные особенности учащихся и, конечно же, физическую нагрузку, допустимую для данного возраста обучающихся. Только те виды пройдут успешно соревнований, которые доступны, понятны детям и увлекательны по замыслу. Ну и для обучающихся старшей школы можно использовать следующие виды мероприятий, такие как открытый микрофон. Такая форма публицистической деятельности, суть ее
состоит выступление учащихся перед публикой с каким-либо вопросом. В нашем случае вопрос будет иметь отношение к защитникам Отечества непосредственно, к страницам истории нашей страны. Микрофон доступен всем. Общая тема может быть сформулирована как «О ком я хочу рассказать?», «О чем у меня болит душа?», «Что я хочу сказать?». Следующая форма проведения – 5 минут с искусством. Данная форма работы дает возможность ознакомиться с произведениями искусства военных лет. Например, послушать музыкальное произведение, исполнить или инсценировать стихотворения и песни о героях или песни военных лет. Следующая форма – викторины, уроки мужества, также, да, уроки патриотизма, школьные военно-научные семинары по темам юбилейных событий и дням воинской славы, фестиваль военных профессий. Современная армия, тут необходимо отметить, нуждается не только в профессиональных кадровых военных, но и в специалистах в области медицины, психологии, права, финансов, менеджмента, педагогики и психологии. В ходе фестиваля военных профессий обучающиеся представляют различные профессии, связанные с современной армией. Ну и еще одна форма проведения, такая как флешмоб, достаточно новый виток социальной культуры молодежи. Флешмоб – распространенная удобная форма организации воспитательной работы. По мнению самих участников этого движения, главная цель флешмобных проектов – это коммуникация людей. Итак, 23 февраля можно организовать литературный флешмоб, это чтение стихотворений, социальный флешмоб или же танцевальный флешмоб. Резюмируя все вышесказанное о формах проведения мероприятий, необходимо отметить, что выбор формы зависит от возрастной категории, конечно же, учащихся, и содержание отобрано в соответствии с поставленными целью и задачами, с техническими ресурсами образовательной организации. При подготовке к мероприятиям вы можете обратиться на методический портал «Календарь образовательных событий» сайта Коми Республиканского института развития образования. И там вы сможете найти и сами материалы, методические рекомендации, и источники информации, которые могут помочь вам подготовиться к мероприятиям. Также при разработке мероприятий вам могут помочь следующие ресурсы. Сайт Российского военно-исторического общества. В классах всех уровней образования беседу с обучающимися можно провести с использованием информации с этого сайта. В разделе «Проекты» под разделом «Памятные даты» каждая страница календаря памятных дат военной истории России содержит историческую информацию о конкретном памятном событии, фрагменты документов и гиперссылки на научно-популярную литературу, также короткий видеоролик по теме. И портал «История РФ», страница 23 февраля, День защитника Отечества, предлагает псковские хроники. Это воспоминания тех, кто стоял у истоков возникновения, создания рабоче-крестьянской Красной Армии. Там же можно найти описание монумента, установленного в ознаменовании первых боев Красной Армии в 1918 году. Так, это все можно найти на портале «История РФ». Ну и также вашему вниманию представлен список литературы по данной теме. Ну а сейчас я бы готова ответить на ваши вопросы, если они у нас имеются. Я очень рада, что в этот предпраздничный день все-таки есть люди, которым интересна данная тема.
Так, ну что, вопросов у нас нет, уважаемые коллеги. Я хочу поздравить вас с наступающим праздником. Профессиональных и творческих успехов вам. Всего доброго, до свидания.